Материал для утилизации загружен, и установка приступает к своей работе. Инсинератор на профессиональном сленге, универсальный крематорий на обычном. Работающая на нескольких видах топлива печь позволяет практически без остатка сжечь отходы. Примерно от 150 килограммов материала. Именно такой объем может за раз утилизовать эта установка. В результате останется лишь 5 килограмм массы. После включения инсинератора топливо поступает из этого бачка. И поступает два редуктора, которые находятся в обоих двух сторонах инсинератора. После включения инсинератора на панели управления мы задаем нужную режим продувки и включаем камеру сжигания. Все сжигается при температуре 1200 градусов Цельсия. После сжигания остается несколько отходов, которые поступают в форсунки. После них мы забираем в форсунках и дальнейшая утилизация. Установка может уничтожить при термическом воздействии твердые, жидкие и газообразные отходы. На этот раз в печку пошли медицинские отходы и копыта кабана. Их в ветлаборатории передали, чтобы проверить животных на наличие заболевания африканской чумы. Специалисты взяли материал для проведения исследования, а остальное нужно побыстрее утилизовать. В среднем, чтобы утилизировать материал инсинератору, необходимо около 1,5 часов. Все, конечно, зависит от температуры. Аппарат может разогнаться до 1200 градусов. Сейчас же температура 355. Инсинератор предназначен для безопасного и эффективного обеззараживания многих видов отходов. При помощи этой установки можно избежать распространения инфекций и болезнетворных прионов. Инсинератор имеет загрузочный люк, дымоходную трубу и другие компоненты для ускорения процессов горения и контроля за выбросами газов в атмосферу. Неотъемлемая часть и завершающим этапом всех работ, которые мы выполняем по диагностике, конечно же, является необходимость полноценной утилизации этих биологических отходов, которые образуются в ходе нашей работы. Конечно же, мы остро нуждались в данном оборудовании и обратились с просьбой к нашему руководству, где было принято решение о приобретении инсинератора из внебюджетных средств Государственной ветеринарной службы республики. И этот дорогостоящий прибор был приобретен и установлен. Новая установка обошлась лаборатории почти в 600 тысяч рублей. Закупили ее несколько месяцев назад. В инсинераторе есть качественная камера дожигания, система пыли и газоочистки, что сводит к нулю выброс вредных газов в атмосферу. Это позволяет нам сегодня быть уверенными в том, что все те биологические отходы и утилизаты, которые образуются, они будут полностью уничтожены за счет высоких температур, с соблюдением экологических требований экологической безопасности, ветеринарной и санитарной. То есть там будут уничтожены как возбудители споровых форм, так и прионных, тот зольный остаток, который будет образовываться, это минимальное количество, менее 5%, он тоже подлежит уже утилизации на общих основаниях. То есть никакого вреда как окружающей среде, так и тому, кто работает непосредственно с этим, в этом не будет. Мы будем полностью защищены и биологическую безопасность обеспечим тем самым. Приобретение инсинератора – еще один шаг к совершенствованию качества оказания услуг, которые предоставляет лаборатория. На сегодняшний день взят курс на приобретение оборудования, расходных материалов, реактивов, питательных сред. Поэтому услуги наши расширяются, и, в общем-то, спрос от населения мы тоже изучаем, мониторим, и в зависимости от этого разрабатываем, поэтапно, как эта услуга будет оказываться, будут ли у нас возможности и сможем ли мы эти услуги оказать. На сегодняшний день, мы оказываем услуги по нескольким направлениям. Это бактериальные инфекции, диагностика, серологические исследования, все инфекции, которые, общепринятые, это биохимические исследования проводятся в отделе биохимии и токсикологии. Есть исследования у нас по паразитологии, расширенный очень спектр достаточный.
и достоверность которых можно сегодня гарантировать. Она обеспечена вот теми методиками и оснащением, которое сегодня приобретено, еще раз подчеркну, в том числе в небюджетной системе. Контроль утилизации – лучшая биобезопасность. Сразу несколько задач удалось решить в ветлаборатории благодаря закупке новой установки. Теперь уже можно не волноваться, что после термической обработки могут остаться живыми и попасть в атмосферу возбудителей споровых и прионных инфекций. Мусим Ганиев, Ахмед Горбаков, Новости 24.